Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый год с началом 4-го лунного месяца буддисты всего мира отмечают начало священного месяца Весак, по-калмыцки Уюрсар, трижды священного праздника, в течение которого принято чествовать годовщину 3 событий из жизни Будды: его рождение, достижение им просветления и уход его в пари-нирвану. В этом году Уюрсар начинается 26 мая. В течение всего этого месяца монахи Хурула в Калмыкии будут проводить большие молебны, включающие в себя чтение биографии Будды и перечисление 12 его деяний. А о том, как этот месяц следует проводить мирянам, мы сейчас узнаем подробнее. Калмыцкий праздник Уюрсар уходит своими корнями вглубь веков и связан в первую очередь со скотоводством и с получением приплода. 4-й лунный месяц – это по-калмыцки Хёнсар. Начинается этот праздник Уюрсар, и его празднование именно связано как раз с получением приплода, когда животновод, когда скотоводы, уже получившие приплод, выгоняют свои стада с приплодом и перекочевывают на новые места, новые кочевья. И вот с этим праздником как раз было, исторически было связано то, что когда перекочевывали на летнее стойбище, как раз сразу на зеленой траве ставили свои кибитки. Также украшали свои кибитки ветвями зеленых деревьев. И также посреди кибитки устанавливали большую ветвь дерева, на которую привязывали ленты. И это все устанавливалось напротив, по-калмыцки это называется баран, северная сторона кибитки. Это самое почетное место в жилище кочевника, скотовода. В этот период, в этот месяц на стойбище крупного зайсанга или же найона собирались монахи, и они читали большую молитву, после которого к этому месту предварительно сгонялся весь скот вместе с приплодом, и затем монахи окропляли этот скот жидкостью, это молоко, в котором растворяли масло. И этой жидкостью они потом окропляли весь скот, который принадлежал этому найону или этому нутуку. И это тоже символ того, чтобы весь приплод сохранился и осенью было как можно больше скота. В этот священный месяц старались не убивать животных и питались тем, что было, но в основном питались белой пищей, которая к этому времени уже было очень много. Это был и кумыс, и сыры всевозможные и так далее. Поэтому животных не убивали, старались не убивать в это время. В священный месяц Уюрсар любой благой поступок, любая духовная практика, эффект от нее увеличится многократно. И поэтому в течение этого месяца рекомендуется совершать всевозможные благие заслуги. Священный месяц Уюрсар примечателен тем, что на этот месяц пришлись основные события из жизни Будды, его рождение, достижение им просветления и также уход его в нирвану. Поэтому 15-й лунный день 4-го лунного месяца в этом году приходится на 9 июня, а в этот день будут совершаться большие молебны в Хурулах республики, и также будет совершаться очень много мероприятий, приуроченных к этому священному празднику. И также в течение этого месяца многие буддисты практикуют воздержание от употребления в пищу мяса, употребления алкоголя, и также совершают духовные практики, такие как простирание, совершение обхода вокруг ступ, совершение паломничеств, принятие обетов бодхисаттвы или однодневного обета и так далее. То есть совершают всевозможные благие поступки. И в течение этого месяца рекомендуется также всем тем, кто почитает и уважает калмыцкие традиции, рекомендуется совершать такие благие действия. В течение этого священного месяца не рекомендуется совершать всевозможные негативные деяния тела, речи и ума. То есть деяния тела, такие как убийство, воровство, совершение прелюбодеяний, то есть совершать чистые поступки телом. Сюда также входит ограничение или воздержание полное от алкоголя, также воздержание от мясной пищи.
Вот. И если не получается в течение месяца как бы, соблюдать, то многие буддисты как бы, воздержатся от всего этого в течение хотя бы 15 дней вот, до дня рождения Будды. Урсар для меня прежде всего священный месяц, в течение которого можно накопить огромное количество заслуг. Буддисты верят в то, что чем больше заслуг, тем лучше жизнь, тем счастливее перерождение. И этот месяц дает возможность именно вот поправить свои дела, так сказать, кармические. В Урсар я уже с 2011 года держу пост мясной, то есть я не ем мясо, никакую рыбу. Если я ем яйца, то только инкубаторские, которые не дают жизнь. И тем самым я провожу процесс очищения у меня идет. Но помимо прочего, в этот месяц необходимо, с моей точки зрения, делать простирание, поскольку даже вот с практической точки зрения мы, отказываясь от мяса, мы начинаем больше употреблять в пищу хлебобулочные изделия и прочие калорийные продукты. И, естественно, мы можем набрать вес. Но вот чтобы не набрать веса, я делаю простирание, и простирание к тому же еще дают дополнительное количество буина. Я хочу пожелать всем нашим землякам поскорее начать то, что делали всю жизнь наши предки. Это держать пост в священный месяц Урсар. Можно держать пост и полмесяца, то есть до дня рождения Будды. Но я обычно держу целый месяц, и мне от этого только становится легче, реально. Инкерхалемгут Урсарла цуктани göre жинав, онжин өрін цакты гем шалтугуга, хагиджин хадяднуга, яхиджи өчінуга, күтәсін үйлтін дутуга өлжі, күтәсін келімштін уралан йортха, онжин өрін цакты сән сәйхін бәжі, итхы ухы елік делік өлжі, көкіт чуғыттаған, елгін садыттаған, сән сәйхін бәйхіттін олын дед бұрхыт өшақы ол цуктани göre жинав. Эн сарды мана халимгут дала саған керек кеже, әрін сетлерін кесін бойын олза же, амалы күменді оралан еуқы кеже жүзікчана.